поток, могуч и суров гнев советского народа. Вместе со всей 200-миллионной страной поднялись и народы Кавказа. Товарищ Сталин, мы готовы к бою. Наши кони резвые, наши шашки острые, наши пули меткие. Мы клянемся, что будем биться с врагом до полного разгрома фашистской своры. 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия. Сколько сказано о ней. Трагедия, разыгравшаяся в степях Ростовской области, спустя десятилетия эхом отзывается в сердцах потомков героев. Молодые, красивые, жизнерадостные, мужественные, такими остались в истории тысячи сыновей Кабардино-Балкарии, покрывших себя вечной славой в уже далеком от нас свете 42-го года. Чем отплатить людям, которые ценой своей жизни обеспечили нам будущее? Наверное, для них лучшей наградой будет благодарная память потомков. В этом году от имени главы Кабардино-Балкарии Юрия Александровича Кокова нас вызвали и в правительстве предложили организовать и провести данный конный переход. Без поддержки правительства Кабардино-Балкарии это было бы невозможно. Конный переход взял старт 20 апреля у памятника солдатам 115-й кавдивизии в Начике. Проводить 14 всадников в дорогу пришли ветераны, дети, официальные лица и простые жители республики. Пока школьники читали стихи и собравшихся знакомились со страницами истории дивизии, подъехали всадники на лошадях. Часть из них была одета в черкесский, часть в военную форму с элементами экипировки советских солдат времен Великой Отечественной войны. Переход решено было осуществить на лошадях кабардинской породы, которая получила всемирное признание как одна из лучших пород по пробегам на длинные дистанции. Именно лошади этой породы разделили печальную участь кавалеристов 115-й кавдивизии. После митинга группа всадников двинулась в путь. В течение ближайших 9 дней предстояло преодолеть расстояние в 700 километров. Группу всадников уже ждали в Баксане, где школьники и горожане собрались около памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Участники перехода подошли к памятной стеле. Начался митинг. Выступали официальные лица и ветераны войны. С праздником вас, дорогие друзья, 70-летием Победы! Фронтовиков осталось мало, но те, кто еще живы, мы стараемся помнить о тех, кого не дождалась каждая семья, миллионы семей, и в том числе ваша Баксанская, 60 тысяч, подумать только, сколько они пришли домой. Так живите, дружите, любите друг друга. Баксанцы были настойчивы в своем желании принять путников по всем законам кавказского гостеприимства. Они разбили лагерь в центре города и попросили переночевать у них. Такая настойчивость была неспроста.
Символично, что на месте нашей первой остановки в 1941 году был сформирован один из полков Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. И именно на этом месте раньше располагался барак, где происходило все это действие. К сожалению, даже в наши дни неизвестно точное количество бойцов этого полка. Речь идет о 297-м полке, который трагически погиб в районе хуторов Московский и Батваевский. На утро наша съемочная группа стала свидетелем того, как всадники перед тем, как заняться своими делами, сначала накормили, напоили лошадей и привели их в надлежащий вид. Это и есть настоящая любовь к лошадям. Конников сопровождала группа технического обеспечения, которая везла все необходимое для лошадей – сено, овес, предметы конской упряжи. Всадники рано утром двинулись в путь. Участок от Баксана до Малки был преодолен без остановок. В Малке же, около въезда в село, группу встретили два конника, которые проводили гостей до памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Весть о приближении участников перехода долетела и до жителей села Итока. Они уже ждали их, стоя около дороги. Небольшой участок пути пролегал через главную улицу поселения. Уже к вечеру стало ясно, что нехватки в помощниках не будет. На границе двух субъектов РФ всадников уже ждали 6 представителей Кречевского казачества, которые решили также проводить своих соседей до станицы Высогорская. Под стать участникам перехода они также были верхом и также были одеты в черкесски. Группы встретились как старые друзья, тепло и с шутками. Пополнившаяся казаками группа продолжила путь. К вечеру участники конного перехода доехали до станицы Высогорская. Здесь у памятника павшим в Великой Отечественной войне уже стояли жители поселения. Было ощущение, что станица обезлюдила, так как все дружно решили поприветствовать всадников и принять участие в митинге. Звучали приветственные речи от представителей казачества. К памятнику был возложен венок от участников перехода, а к собравшимся обратился организатор перехода Беслан Гулежинов. Сегодня мы проводим конный переход из Нальчика в Ростовскую область, Большую Мартыновку, где погибли наши земляки, 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, посвященный 70-летию Победы. Вдобавок, Мартыновский район, в котором погибли наши земляки, 1 мая исполняется 80 лет. Поэтому мы посвятили этот конный переход 70-летию Великой Победы, памяти наших земляков и всем погибшим в Великую Отечественную войну, защищая нашу Родину. Позвольте вас от нашей делегации, от участников конного перехода поздравить с Днем Великой Победы, пожелать крепкого здоровья, благополучия и подобное, чтобы никогда уже не увидели. Только мира, процветания и благополучия. Крепкого вам здоровья, с праздником! Правый ход, который вы совершаете, это великое дело нашей победы. Наши предки участвовали в этом кошмаре и мясорубке, в которой многие из наших и погибло, и получается вот у нас там здесь почти 890 человек погибших, и я благодарен вашим руководителям. Мы с удовольствием встречали сегодня ваших участников пробега. Мы очень признательны всем тем людям, которые организовали это, которые помогли в этом пробеге. Тем, кто сидит в седле, тем, кто сопровождает, тем, кто встречает. 70 лет назад была великая победа. И нельзя, чтобы они забывали даже 700 лет спустя. Радушные хозяева станицы обеспечили всадников в этот день всем необходимым – едой, подходящим местом остановки и, самое главное, своим вниманием. Ночевать остались в Высогорской.
Утро 22 апреля выдалось серым и холодным, ночью шел дождь. Одетые в бурки и плащи, всадники двинулись в путь. В этот день планировалось преодолеть около 72 километров. Жители близлежащей станицы Александрийская очень просили хотя бы на 10 минут заехать и к ним. Участники перехода согласились. Как и в Лысогорской, местом встречи был выбран памятник павшим в Великой Отечественной войне. После небольшого митинга и церемонии возложения цветов к монументу своими впечатлениями поделился замглавы администрации станицы Александрийская Виктор Кононов. Грандиозно, очень красиво, даже вот сейчас жители подошли, говорит, красивые всадники, красивые скакуны, лошади. Очень хорошее мероприятие. Впереди был еще внушительный участок маршрута, поэтому всадники немедля продолжили путь. На протяжении 2 дней с нами был представитель Терского казачества Петр Мячин, всячески помогавший группе. Честь и хвала тем людям, которые совершили этот переход. Конники, в первую очередь, тем, кто создал этот переход. Я благодарен тем, кто действительно помнит своих предков, чтить это память, незабываемая память. То есть она в нас воодушевляет, что мы действительно еще не потеряны, что у нас в крови, в генах заложено, то есть защита своей Родины. Я думаю, что это будет продолжаться среди наших братских народов, и не только среди нас, вот сейчас уже проживших жизнь, но и далее среди молодежи. Это уже будет история, и дети наши будут знать, и внуки наши будут знать. И я думаю, это будет продолжаться и крепнуть только на благо того, чтобы на Кавказе у нас был мир. Лагерь был разбит недалеко от станицы Незлобная. Лошади паслись окруженной изгородью, которая более известна как система «Электронный пастух». За материальное обеспечение во время перехода отвечал коневод с большим стажем Ибрагим Яганов. 9 из 14 лошадей, принимавших участие в переходе, принадлежали Ибрагиму. Сегодня, 22 апреля, мы завершили 3-й день перехода. Вчерашний день был очень сложным. Состояние лошадей немного беспокоило, откровенно говоря. Было тяжеловато. Переход в обход Пятигорска на Лысогорскую был очень сложным, были большие перепады. Лошади потихонечку втягивались в работу, но сегодняшний день уже показал, что практически такой кризисный период уже пройден, лошади уже втянулись. Настроение не только лошадей, но и самих всадников значительно улучшилось. Пройдено на сегодняшний день 72 километра по очень сложной полевой дороге. Мы пошли в обход Пятигорска и Минвода ввиду того, что эти города очень густонаселенные, очень много эстакад, вдоль дороги идут швеллеры и совершенно не приспособлены для верховой езды. Было просто опасно сейчас проезжать Пятигорские и Минводы, и благодаря горячеводским, лысогорским и александрийским казакам, в общем, которые сопровождали нас всю дорогу, каждая община нас встречала на границе и провожала по своей территории. Мы практически очень быстро, за 12 часов, учитывая и отдых, и кормление лошадей, довольно-таки хорошо прошли 3-й день. И можно сказать, что завтрашний день будет еще легче и еще интереснее. Впереди несколько казачьих станиц, которые мы должны пройти. Там нас ждут, как и предыдущие казачьи станицы. Переход идет довольно-таки успешно, и я думаю, что мы свою задачу выполним. Важным моментом является обеспечение питания участников перехода. За исключением тех случаев, когда для нас накрывали столы, разворачивалась полевая кухня. За приготовление еды отвечали Ибрагим Яганов и Асфан Шамахов. Пища была домашней. Перед очередным стартом 23 апреля планировалось пройти 69 километров пути.
Встречает нас везде радушно. Каждое село принимает в этом участие. Лошади тоже у нас в отличном состоянии. В целом все нормально. Все себя чувствуют хорошо. Ну, дальше посмотрим. В полудню группа прошла станицу Саблинская. Был устроен небольшой привал. Выйдя из станицы Александровской, был сделан привал, однако поджимало время. К вечеру планировалось добраться до села Сергиевское, где также ждали всадников. Группа добралась до Сергиевского уже затемно. Долгое ожидание гостей не заставило сельчан разойтись по домам. Всем хотелось увидеть всадников. Состоялся традиционный митинг, на котором путников приветствовал глава сельского поселения Виктор Андреевич Мельников. Сегодня мы рады приветствовать делегацию Кабардино-Балкарии на Ставропольской и Сирийской земле. Позвольте от всех нас, от жителей Кабардино-Балкарии, поздравить вас с наступающим великим праздником Днем Победы. В 1941 году у нас была сформирована 115-я кавалерийская дивизия из тех, кто не ушли еще на войну, которые не подлежали призыву на тот момент. Остальные уже были на войне. И эту дивизию перебросили сюда, в Сальские степи. Им задача была поставлена на 4 часа хотя бы задержать продвижение войск. Они задержали на 4 сутки. Но за 4 сутки из 5500 погибли 4000 человек. Вот эти ребята, которые вы видите, не только они, из явивших желания было очень много, но мы отобрали только 14 человек, которые пойдут на Большую Мартыновку и пройдут по стопам легендарных боев 115-й кавалерийской дивизии. Наша задача прибыть в Мартыновку, принять участие в мероприятиях, потому что в Мартыновском районе исполняется первые 80 лет, открываем аллею дружбы, были произведены захоронения останков наших земляков, которые отыскали поисковики, и конным маршем вот тех ребят, которые вы видите, они пройдут по местам боев 115-й кавалерийской дивизии. Нам очень приятно, что столько много людей встречают. Это отрадно. Разрешите от всех всадников поздравить вас с наступающим праздником 70-летия Великой Победы. И дай Бог, чтобы люди вашего района и вообще всей России, всего мира жили в дружбе, в мире и согласии. И дай Бог, чтобы таких проблем
таких войн не было, и вы этого не видели, и ваши дети, и наши дети, чтобы этого не видели никогда. Творческие коллективы села показали импровизированный концерт. Несмотря на то, что было уже поздно, необходимо было разбивать лагерь и приводить лошадей в порядок, группа еще некоторое время находилась в селении. Причиной тому было горячее желание сельчан погладить лошадей, а если повезет и прокатиться на них. И спустя 15 минут всадников провожали бурными овациями. В пятый день предполагалось пройти расстояние в 72 километра. За спиной должны были остаться села Грачевка и Козинка. Весть о том, что группа всадников совершает переходы в честь 70-летия Победы, доходила до людей быстро. Каждое село хотело и у себя принять путников. Очень настойчивыми в этом плане были жители села Тугулук, куда все-таки решено было заехать, хотя этого не было в планах. Теплота, с которой сельчане встречали гостей, впечатляла. Жители села устроили для гостей настоящий праздник. Танцевали и пели как дети, так и взрослые. Традиционно центром всеобщего внимания стали лошади. Праздник получился на славу. Мы с нетерпением ждали приезда всадников, и дети, и взрослые. Впечатления, конечно, неизгладимые, это важное событие. У нас вообще Тугулук село очень гостеприимное, население очень патриотичное, поэтому, я думаю, еще долго будем разговаривать об этом событии. Спасибо большое, что нашли время заехать в наше село. От сегодняшнего праздника у нас осталось очень приятное впечатление, потому что такое мероприятие у нас в селе было первый раз. В честь 115-й кавалерийской дивизии все прошло. Мы очень готовились к нему, ждали его. Жители тоже очень рады встрече с вот этими ребятами, которые проехали уже столько километров из Нальчика. Я думаю, что такие мероприятия, одно из самых главных, что в них есть, это связь поколений. Потому что когда сегодня мы собирались, приходили пожилые люди, наши ребята очень сильно ждали, готовились. И вчера, когда мы репетировали, они говорили, как хочется выступить, посмотреть, лошадей посмотреть и самим выступить. Ребята не только выступают, не только встречают, они еще изучают историю. Потому что когда мы ждем, они спрашивали, задавали вопросы, а что за дивизия, да, а почему именно этот пробег. И поэтому мы думаем, что если бы такие мероприятия проходили чаще, то наше подрастающее поколение лучше бы знало историю, больше бы интересовалось ей, ну и были бы настоящими патриотами нашей Родины. Прием в Тугулуке был действительно очень теплым, однако уже вечерело, а всадников еще ждали в селе Козинка. Несмотря на позднее время, народу было хоть отбавляй. Глава администрации села Букреев Федор поприветствовал путников и высказал им слова благодарности за то, что всадники делают такое нужное дело. Гостям подарили памятные подарки.
Нам очень приятно, что нас так радушно здесь встречают. Как вам известно, мы передвигаемся с Нальчика в Мартыновский район, конный пробег, где в 1942 году в боях участвовала 115-я кавалерийская дивизия, в которой погибли наши деды, прадеды, и мы собираемся посетить эти места. Митинг завершился возложением цветов к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Шестой день перехода обещал быть таким же насыщенным, как и до этого. На сей раз необходимо было преодолеть около 81 километра пути. К полудню был пройден участок до станицы Донское. Как и в Высогорске, здесь участников перехода ждали местные казаки на конях, также одетые в черкеску. Они встретили гостей на подступах станицы и проводили их до пункта назначения. В Донском уже кипела работа по приему гостей. Чтобы увидеться с участниками перехода, из Адыгеи специально приехал дважды чемпион мира по дзюдо, заслуженный мастер спорта СССР Арамби Хабай. Он недоделан еще. Это надо ручку добавлять, тогда он отбалансируется хорошо. Я не поеду, соловки я не пойду, потому я не поеду, что дороги ты не найду. Ох, и раз, да еще раз, да еще раз разочек, посулилому милому платочек. Несколько часов, проведенных в Донском, были полны тепла, однако, как и до этого, существовал план, которого нужно было придерживаться. Казаки повели группу до местного памятника павшим в Великой Отечественной войне и оттуда уже проводили до границы поселения. Шел шестой день, и мы решили узнать у Ибрагима Айганова о том, как лошади переносят переходы. Практически пройдено больше половины дистанции. Мероприятие оказалось для нас даже очень интересным. Очень много радушных встреч. Во всех селах хотят нас принимать. Конечно, у нас это не получается, но мы тоже стараемся. Личный состав в очень хорошем состоянии, и конский в том числе. Вторая половина, я думаю, будет легче, потому что обычно первые 3 дня они для лошадей кризисные. После 3-4 дней у лошадей начинает открываться второе дыхание, они начинают идти лучше, и с дистанцией им будет значительно легче, они прекрасно втягиваются в работу. Думаю, что все будет нормально и дальше. В этот день маршрут участников перехода закончился, не доезжая до хутора Богомолова. 26 апреля предстояло пройти участок длиной 81 километр. К вечеру группа должна была оказаться в Ростовской области.
полудню группа добралась до хутора Богомолова, где устроили привал на обед. До границы Ростовской области оставалось совсем немного. Всадники решили не медлить и побыстрее добраться до Донской земли. Команда Челноков КВРТ приветствую вас на нашей земле. Делегация Кабардино-Балкарии конного перехода Начик Мартыновского района Ростовской области приветствует вас. Вот они все в одинаковой форме, так как были одеты. Кавалеристы 115 кавалерийской дивизии, они пройдут по местам боев, по маршруту, преодолевая саль, степи и так далее. На этот раз теплый прием устроили представители Донского казачества. Участники и организаторы перехода рассказали, как идут по маршруту и о планах на ближайшие дни. Гостеприимные хозяева понимали, что ребятам предстоит пройти еще приличный участок пути на сегодня, поэтому их не стали долго задерживать.